от нескольких факторов. Эти факторы можно разделить вот так. 10% это уровень медицинского обслуживания, медицинской помощи, 20% это наследственность человека. Оставшиеся 70% – это условия окружающего мира и, конечно же, образ жизни самого человека. Рассказывать о важности экопроблем эти школьники готовы часами, но для них также важно предлагать всевозможные пути решения. А пропаганда здорового питания – один из важнейших моментов темы урока. Всего существует 3 группы. Это зеленые, желтые и красные. В зеленой группе относятся те продукты, которые мы должны кушать регулярно, такие как фрукты, овощи или же сезонные продукты. Или к желтой – это то, что мы не должны регулярно употреблять, но их присутствие не повредит нам, такие как шоколад, разные мучные изделия и крупы. Красная группа – это та группа, которые продукты мы должны исключить из своего рациона питания, такие как чипсы, газированная вода и разные копчености. Здоровый образ жизни – путь к успеху – всероссийская социальная акция, главная задача которой – формирование потребностей в здоровом активном образе жизни у школьников и их родителей. Конкурс проводится в 2 этапа – региональный и федеральный. Организаторами первого этапа в Ингушетии выступило региональное отделение партии «Единая Россия» и Министерство образования республики. С сегодняшнего дня образовательные учреждения могут уже регистрировать своих лидеров на сайте Do It Together, «Сделаем вместе», как переводится. Эта платформа, она, в принципе, нам всем уже хорошо известна. Уже 4-й год мы работаем на ней. Поэтому, думаю, многим уже известно, как работать на этой платформе. Дать старт акции в лицее решили по-особенному. Вместо привычного урока за партами сегодня тут настоящий квест. Несколько станций, где каждый найдет себе что-то по душе. Первая станция была, это станция, посвященная непосредственно здоровому образу жизни. Ее организовывали клуб «Эколав». Вторая станция – это шахматный клуб. Третья станция была посвящена активным играм и спортивному образу жизни. 4-ю станцию организовывали учащиеся 2-го Б-класса. Они рассказали о здоровом образе жизни, о здоровом правильном питании. На станции здорового питания открытый урок подготовили 2-й Б-класс. Вот только ведут его не преподаватели, а юные диетологи, которые постарались проявить всю свою креативность и индивидуальность. Сахар очень вреден для нашего организма. И вот чай, если там добавляют всякие красители, а мы его покупаем и пьем, и это тоже очень вредный продукт. Последняя станция «Победа» подготовлена учащимися 3-го Д-класса. Здесь ребята рассказывают о Великой Отечественной войне и ее героях. Эти страницы истории не могут остаться незаметными. Выступление произвело на гостей большое впечатление. Дети сами такие креативные, свободные. Есть надежда, что у нас есть подрастающее поколение, и мы можем свое дело, республику поручить в надежные руки. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте doittogether.ru, заполнив все необходимые поля и указав точные данные вашего учреждения. Конкурс продлится до 30 июня, а победитель получит путевку в знаменитый детский лагерь «Артек». Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.